собак. Да. Скажите, что все собачки-дворняжки, которые были подобраны, какие-то щенки были просто выброшены на улицу. Вот недавно нашли щенков, которые были выброшены в парке. Обычно мы таких щенков забираем, их вылечиваем, если они больные, протравливаем глистов, вот, и откармливаем. Вот у меня недавно были щенки по месяцу, очень маленькие. Я даже ночью вставала, чтобы покормить, и они мерзнут. Вот, и потом мы раздаем в хорошие руки. Практически всегда забирают. Животные не только помогают, но они же вылечивают от разных болезней. В Европе, допустим, животных пускают куда-то в центры для детей, чтобы они поправлялись, те, которые болеют сложными болезнями, и доказано наукой, что животные помогают. Да, это не твое. Вот мое. Мы эту девочку в парке нашли в Центральном, в Кустиках. Там было 6 щенков. 2 забрали. Ой, спасибо мужчине с лодочной станции, что он их передержал, пока мы не могли забрать на передержку. Дорогие друзья, я немножечко, прошу прощения, упустила немножечко. Только один немножечко. Сегодня на нашей акции для животных, любимка, находится вот в Алтаве. Мы подружились немножко. И они у вас на передержке были, да? Да, да. Вы сами их нашли? Да. А где нашли? Они на улице. И вы решили взять? На передержку. Сегодня у нас присутствует поддерживает студия исторического ирландского танца «Лучшего шагов». Встречайте! Я купила специально я не знаю, мне сегодня отсыпалась, в разговоре. Я отсыпалась, я просто мельком видела с телефона, что у кого-то такая проблема. Красавица Чара, но очень стеснительная. Чара, очень умные глаза, просто не умеет говорить. Собаки умеют говорить глазами, поверьте. У меня их 2, Люся и Поня. Понечку я взяла 2 года назад, беременной, с улицы, мне принесли люди. А Люся моей уже 10 лет, она обычная дворняга, которую очень часто многие путают с лабрадором. И спрашивают, это лабрадор? Я говорю, нет, это лучшая в мире порода, двор-терьер, это дворянская порода. Это самые-самые преданные животные, которые достаются вам абсолютно бесплатно сегодня. Ну все, пошли. Расскажите, вы взяли собачку эту, так? Да, частный у нас сектор, у нас своих животных, 2 собаки, 2 кота, еще уличных подкармливаем. Ну вот решили дать шанс еще. Во-первых, я ее выбрала, потому что этот хвост, который на пузе торчал, поджатый под себя, животное очень много перенесло в жизни. Поэтому я считаю, что должно хоть животное поверить, что люди есть еще добрые и не все обижают.
Они хотят точно так же жить, как и дети в семье, точно так же хотят получать какую-то любовь, заботу, отрываться от взрослых людей. Могли увидеть, что очень много кормов, лекарств, амуниции от людей. Люди помогают деньгами, за что им огромное-огромное спасибо, потому что любая помощь для нас значима. И даже, вот, я всегда говорю, что даже горсточка корма может кому-то помочь. Здорово.